Добрый день, уважаемые подписчики. Меня зовут Джамшид Дьоров. Я юрист и правозащитник. Темой нашего сегодняшнего разговора является возможность привлечения лица за оскорбление и клевету в интернете. Давайте сначала разберемся, что такое оскорбление и что такое клевета. Согласно Гражданского кодекса, оскорбление – это унижение чести и достоинства и репутации другого человека, выраженного в неприличной форме. А клевета – это заведомое распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство и репутацию другого человека. Естественно, что оскорбление и клевета причиняют человеку большие моральные переживания, служат причиной унижения чести и достоинства, репутации, оказывают влияние на его семейную жизнь и даже на психологическое состояние потерпевшего. До 2012 года, до мая 2012 года, за оскорбление и клевету граждан и юридических лиц в Таджикистане полагалось уголовное наказание. Но теперь эти нормы отменены, и виновного за оскорбление и клевету можно привлечь только гражданской ответственностью. Согласно статье 174 прим. 1 Гражданского кодекса Таджикистана, честь и достоинство и деловая репутация при клевете, то есть заведомом распространении ложных сведений, порочащих честь и достоинство и репутацию другого лица, или оскорбление, то есть унижение чести и достоинства и репутации другого лица, выраженного в неприличной форме, защищаются в соответствии с требованиями статей 170, 171 и 174 настоящего кодекса, то есть Гражданского кодекса Республики Таджикистан. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная или семейная тайна являются нематериальными благами и должны защищаться законом. Каждый человек имеет право на защиту от оскорблений и клеветы в свой адрес или в адрес своих близких родственников, и даже, согласно закону, имеет право защищать честь и достоинство своих умерших близких. Для этой цели, для цели защиты себя от оскорбления и унижения в средствах массовой информации, в том числе в интернете, мы предлагаем вам некоторый алгоритм действий, согласно которых, если вы поступите, то мы надеемся, что виновный будет наказан, и вы получите более-менее хоть какое-то удовлетворение. Вначале мы считаем лучше всего встретиться с виновным, поговорить с ним, чтобы он согласился на опубликование на том же сайте, на той же страничке опровержения своих высказываний и публично извинился перед вами за те выложенные, например, комментарии, фотографии, нецензурные выражения и так далее. Но эта стадия является необязательной, и вы можете его даже не использовать и сразу приступить к другой стадии. Следующей стадией является стадия сбора и закрепления доказательств. Для этого что нужно сделать? Для этого нужно сделать скриншоты всех высказываний, фотографий, коллажей или комментарий, порочащих вашу честь и достоинство, оскорбляющие вас. На втором этапе надо удостоверить их у нотариуса в целях сохранения и дальнейшей возможности показа и придания силы вашему заявлению в суде, они должны быть сохранены. Так как виновный может узнать о том, что вы против него собираетесь подавать на суд, он может удалить эти свои высказывания, фотографии, и тогда доказать будет более сложно. Для этого мы считаем, что необходимо удостоверить их у нотариуса. Что нужно именно сделать в этой стадии? Собрать все эти коллажи, распечатать их, и у нотариуса показать нотариусу действительно на сайте, в телефоне своем, в планшете, компьютере, показать нотариусу, и чтобы нотариус имел возможность удостоверить, что все, что в этой бумаге вы распечатали, является действительным в этом сайте. Нотариус заверяет это и подтверждает своей подписью, что действительно то, что вы предоставляете как доказательство, уже имеет место быть. Следующая стадия, только после этого пожалуйтесь администратору сайта
или странички на неподобающие действия авторов этих публикаций, чтобы они их удалили. Следующим стадием является стадия обращения в суд. Нужно написать исковое заявление о защите чести и достоинства, а также выплате морального и материального ущерба. Моральным ущербом в данном случае будет ваши переживания, ваше состояние, ваше психического здоровья, ваше измененное отношение к вам других людей и так далее. Но сумма этого морального ущерба вы определяете сами, они как-то законом не определяются, и по усмотрению суда будет выделено вам как это моральный ущерб. Материальным же ущербом вы можете точно зафиксировать свой материальный ущерб. Это будет все ваши расходы, связанные с нанятием адвоката, консультацией у юриста, нотариальные расходы, расходы на передвижение по этим местам, расходы на сбор доказательств, их закрепление и так далее. Для этого нужно, естественно, сохранить все чеки и квитанции и предоставить их в суд. Заявление вы можете написать в суд по месту вашего жительства, а также по месту жительства виновных. Если вы не знаете точных адресов или имен виновных, оскорбивших вас, то вы можете попросить помощи у прокуратуры или милиции для выявления этих лиц. Так как в МВД Таджикистана существует специальный отдел по борьбе с киберпреступностью, то власти должны и обязаны вам в этом помочь. Так, и другая наша рекомендация является то, что для придания веса вашим доводам о причинении вам морального ущерба вы можете привлечь в суд для показаний таких свидетелей, как ваших родных, знакомых, коллег с работы, чтобы они дали показания, что действительно их мнение и мнение их знакомых о вас после этих порочащих вас публикаций изменились, и они считают, что действительно публикации являются оскорбительными для вас, и виновный должен понести наказание и возместить моральный, материальный ущерб, а также опровергнуть свои высказывания и публично извиниться. Мы надеемся, что если вы будете следовать этим простым правилам, то действительно сможете защитить себя и восстановить свое доброе имя. Желаем вам удачи в этом деле защиты своих прав и свобод. Спасибо за внимание.